Приветствую вас, уважаемые зрители YouTube-канала Центра политико-правовых исследований. Сегодня с вами я, Семетай Аманбеков, ведущий. Сегодня мы обсуждаем актуальную на сегодняшний день тему. Это очередную смену правительства. И тема у нас звучит, что нам даст очередная смена правительства, точнее по новому законодательству Кабинета министров. Сегодня у нас в гостях эксперты-политологи, это Тамерлан Ибраимов, приветствую вас, и Едиль Мусмамбетов. И сегодня мы обсудим ситуацию, которая сложилась. Вот буквально сейчас мне интернет-ресурсы подсказывают, что уже на данный момент члены Кабинета министров, нового Кабинета министров, дают присягу и официально вступают в должность. Председателем Кабинета министров стал небезызвестный Акылбек Джапаров, который до этого был министром экономики и финансов. И вот, предлагая его в качестве главы Кабмина, президент страны Садыр Джапаров в своем посте на Фейсбуке отметил его преимущества и его обещания. Да? В частности, сказал, что он увеличит существующий бюджет до 280 миллионов, да? миллиардов, точнее, на 100 миллиардов. В 2022 году доведет его до 400 миллиардов, а сам Акылбек Джапаров сегодня сказал, что на этом темпы пополнения бюджета не остановятся, в 2023 будет 500 миллиардов и так будет продолжаться. 600 миллиардов. Да, за счет того, что экономика будет выводиться из тени, и за счет того, что будут демонтированы коррупционные схемы на таможне. Ну и, естественно, за счет Кумтора. Вот по вашему мнению, насколько реалистичны эти обещания и какие резервы есть у нового Кабмина и его председателя для того, чтобы исполнить свои обещания? С вас начнем, Тамерлан. Спасибо, Семетай. Ну, я для начала пару слов хотел сказать по поводу некой терминологической путаницы, которая у нас у всех создалась после принятия новой Конституции, вот после принятия нового закона в Кабинете министров. Все говорят, вот новое правительство Акылбека Джапарова пришло на смену правительству Улугбека Марипова. На самом деле и предыдущее правительство, и нынешнее правительство – это все правительство одного человека, президента Садыра Джапарова. По новой Конституции. По новой Конституции. Да. У нас глава исполнительной ветви власти является президент. У нас президент, как написано в 89-й статье Конституции, несет персональную ответственность за работу Кабмина. У нас президент определяет структуру и состав Кабинета министров. То есть это все правительство президента Садыра Джапарова. Это первое. Второе. Председатель Кабинета министров достаточно знаковая, значимая фигура, конечно, в Кабинете министров, но, тем не менее, все-таки председатель Кабинета министров не имеет никаких полномочий по назначению министров, по определению состава, структуры Кабинета министров, и тем более он не имеет полномочий по увольнению министров. То есть все решает, опять же, президент. Кроме этого, в Конституции написано, что президент председательствует на заседаниях Кабинета министров, то есть вся полнота полномочий находится в руках у президента. Поэтому министры могут меняться, председатели Кабинета министров могут меняться, но по новой Конституции все наше правительство, и нынешнее, и будущее, это будет правительство Садыра Джапарова. И он несет полную ответственность за работу этого правительства. То, что касается вашего вопроса, то да, мы тоже все наблюдали, очень внимательно читаем, смотрим, какие обещания дает Акылбек Джапаров. Ну и, собственно, и президент тоже Садыр Джапаров, потому что он поверил Акылбеку Джапарову, и они вместе идут, так сказать, с новым составом правительства вперед. Обещаю, что в этом году у нас бюджет увеличится на 110-120 миллиардов сомов, то есть до 280 он повысит, а в следующем году 400 миллиардов и так далее, там по 100 миллиардов каждый год. Ну, теоретически, конечно, скрытые резервы есть. Мы все прекрасно знаем, что у нас экономика находится там, от 50 до 70%, это теневая экономика в Кыргызстане. Конечно, если все это вывести на свет, если действительно эффективно осуществлять работу по налоговому администрированию, по администрированию таможенных платежей, то есть очень большие скрытые резервы, которые можно использовать в качестве пополнения бюджета. Но с другой стороны, до конца года осталось 2,5 месяца. Я, честно говоря, очень скептически отношусь вот к такого рода заявлениям. Я понимаю, что любое правительство, когда идет на работу, когда их утверждают, должно давать такие, так сказать, прогнозные, обещающие, перспективные вещи, показывать, что вот мы к этому стремимся. Это хорошо. Но с практической точки зрения, за 2,5 месяца увеличить на 110-120 миллиардов сомов наш бюджет, я пока вот не вижу. Да. Ну, и за исключением только если, скажем,
там сотовую компанию Мегаком продадут за какие-то баснословные деньги, эти деньги попадут в бюджет, или, скажем, еще какие-то крупные объекты, которых у нас практически нет, да, в Кыргызстане будут проданы, да, или, скажем, деньги от Кумтора наконец начнут там в огромных объемах поступать в бюджет, то теоретически, может быть, есть такая возможность. Потому что только за счет улучшения налогового администрирования можно, ну вот мы знаем, что сейчас вот там та реформа, которая была начата в 2020 году, еще летом, по введению электронных счет фактур, по фискализации. А вот сейчас она дает плоды, и налоговая служба докладывает о хороших результатах, там на 3-5 миллиардов сомов увеличатся налоговые платежи. Это замечательно. И хорошо, что темпы эти будут увеличиваться. Но, тем не менее, это все-таки не 100 миллиардов. Поэтому пока я достаточно сдержанно отношусь к обещаниям такого рода. Это первое. Второе, меня все-таки в большей степени интересует даже не то, как будет наполняться бюджет, потому что это действительно важно. Но меня в большей степени интересует, каким образом наша экономика будет развиваться в ближайшие годы. То есть это средние и долгосрочные задачи, которые перед кабинетом министра стоят. То есть какие мегапроекты будут осуществляться, которые вот мы 30 лет их обсуждаем. Будут ли они, да. Об этом следующий мой вопрос, да, поэтому сейчас насчет бюджета. Эдиль, ваше мнение? Ну, я согласен с Тамерланом. Все-таки мы сейчас живем в новой политической реальности, и вот этот год, который прошел, он меняет все. Мы поменяли конституцию, изменилась новая, да, референдум прошел, новые выборы президента. И буквально вот эти полгода, особенно летом, люди спрашивали, говорят, ну вот глава кабинета министров, кто-то называл его премьер-министром. По логике вещей, по новой конституции, сегодня какое-то пришло в соответствие быстро с юридической точки зрения. Глава кабинета, он является и главой администрации президента, и руководителем аппарата. То есть то, что было положено в Конституции, многие функции. Если брать сегодняшнюю ситуацию, я думаю, она в каком плане изменения, потому что сейчас социально-экономическая ситуация сложна. Я думаю, что есть эксперты, которые говорят, что год, который прошел, фактически те правительства не делали никаких реальных шагов. Это время потерянное, потому что гигантские проекты, вот мы видим рост цен, инфляция, ну все вот эти вещи. А потом большая проблема, у нас нет государственных заимствований, внешних факторов, да? У нас нет инвестиций, у нас было министерство по инвестициям, ну в принципе она свою роль не выполнила, не было никаких инвестиций крупных. Это связано с многими вопросами, и с международной изоляцией, и с отсутствием там открытия границ, ну много вопросов. Да, политическим, это разным. Да. Но инвестиции все равно должны быть, кредиты, гранты, которые позволяли бы развиваться. Что касается этого кабинета министров, я думаю, сегодня есть в мировой практике пример. Любому министру, а я не говорю про вице-премьера, премьера, нужно примерно 2-3 месяца, чтобы просто вникнуть, как работает министерство, на места, взаимодействие, ну то, что называется слаживание. Сейчас премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьеры, они прошли большую все-таки школу государственную, они все прекрасно были министрами финансов, экономики, они прекрасно знают, как работает социально-экономический финансовый блок, и им не нужно время на раскачку. Ну, обратите в этом плане Акылбека Джапарова, я думаю, он уже сколько раз приходил, и это его как бы последняя такая большая премьерская должность, все-таки это большая ответственность со стороны президента. И второй вопрос. Если брать, конечно, это 280 миллиардов долларов сомов в конце года в бюджет, но это доходная часть. Ну, да. Это, конечно, гигантская сумма, потому что много сомнений подвергается. Я тоже сомневаюсь, откуда будут такие средства, тем более к концу года остался буквально там ноябрь-декабрь. Это, конечно, большая, и плюс 400 миллиардов тысяч. Если брать 19-20 год, то там были 152, 172, то есть практически в 2 раза, да, увеличивается. И, соответственно, конечно, это возникает вопросы. Плюс дано такая вещь, что зарплаты будут подниматься учителям, врачам, там, многим с таким бюджетным организациям. Это тоже такой большой вопрос. Но я думаю, с одной стороны, источники указаны, это сборы, налоги, это таможня, как Тамерлан сказал правильно, там теневая экономика, и, конечно же, это все обязаны будут платить налоги, то есть кто предприниматель, такая схема. И, конечно, резервы есть, безусловно. И здесь, мне кажется, новая кабинетная структура, она более соответствует сегодняшнему дню. Когда объединяли Министерство финансов и экономики, да, вот этих создавали таких больших монстров, да, это неправильно, потому что какой бы человек ни был опытный, управлять финансами и экономикой невозможно. Если взять вот даже по их структуре, Министерство финансов, у нее все-таки более компактные функции, которые есть. Их всего 53-58 функций. И в основном это сбор финансовый, там, распределение. А вот Министерство экономики или экономического развития, оно должно быть сильным. Почему? Потому что у нее 93 функции. И здесь правильно их разделение, каждый должен заниматься своими направлениями. И это в этом отношении, я думаю, правильно. Плюс создание Министерства природных ресурсов там и других.
И мне кажется, здесь все-таки персонали, не все, конечно, но основная масса персонали, они более восприниматься будут людьми, потому что там есть и люди молодые, есть люди, которые имеют опыт. И потом не надо забывать, что и премьер, и первый вице-премьер, они имеют докторские экономических наук, и профессора. То есть, в принципе, они всю систему за 30 лет уже знают. И здесь, я думаю, большой шанс есть, конечно, риск есть, но мне кажется, то, что президент сказал, что он доверяет, взял слово и дает карт-бланш. И сейчас, конечно, нужно будет двигаться в том направлении, чтобы как раз таки увеличить именно финансово-экономические возможности страны, потому что без пополнения бюджета, безусловно, нельзя выполнять те обязательства, которые есть по бюджету и по другим функциям. И это правительство, знаете, она в каком плане более свободна? Она сегодня не зависит от парламента совсем. Не надо договариваться с партиями, как это было раньше, какие-то квоты вводить и так далее. Сегодня это все-таки личностный выбор президента, персонально подбирается, и, думаю, премьер работал. И, то есть в этом отношении они более свободны в своих действиях. Тем более политическую волю им президент предоставил. Сказал, ребята, работайте, вот вам экономический блок, вперед. То есть, с одной стороны, есть риски. Безусловно, есть сомнения большие, но с другой стороны есть возможность, потому что прибавлять 120 миллиардов сомов и там 400, все-таки это больше похоже на экономическое чудо. Есть так называемый бюджетный калькулятор, и он показывает, чтобы набрать такую сумму, мы сейчас 4,2, там 4,6, разные проценты говорят, вот у нас даже постпандемичный, то это Кыргызстан должен развиваться где-то 8-10%, даже больше в год. Темпы роста. Темпы роста. Поэтому я думаю, большая возможность есть. Плюс здесь еще такая тонкая вещь, которая, может быть, это единственная, может быть, в истории правительства, которая будет утверждаться парламентом. Уже исторически так сложится. Следующие правительства, скорее всего, они уже не будут утверждаться. Плюс президент оставил такую вещь. Он сказал, что я буду смотреть персонально за работой каждого министра. И персонально он может кого-то менять, как-то создавать. И с другой стороны, я думаю, вот этот период, когда мы с октября по октябрь 2021 года прошел, всегда так бывает. Есть люди, которые тебя поддерживали в прошлые годы, да? В силу разных, на митинг выходили, кто-то там другими способами тебя поддерживал. Как бы им уже как бы политический рахмат сказали, и теперь как бы мы выходим на более профессиональное, более техническое правительство, более экономическое, которое будет заниматься не теми вопросами, которые там нужно было раньше популистски, а все-таки такой большой шаг. Я все-таки больше надеюсь на такое все-таки экономическое чудо. Хотя у меня, я согласен с Тамерланом, есть большие сомнения, потому что это, ну, понимаете, такая амбициозная задача поднять. Они уже изыскали примерно 24 миллиарда и дефицит бюджета. Но если это удастся, я думаю, тогда мы как бы можем как бы выйти из положения другого. Спасибо. Насчет экономического чуда поговорим. 11 октября в отеле «Хаят» Такылбек Джапаров презентовал свою новую экономическую политику. Он так ее назвал, как у большевиков, да, НЭП, где там рассказывал об развитии энергетики, о развитии сельского хозяйства, о развитии экономики. Вы с ней ознакомились и знаете, что она из себя представляет? И насколько она устойчива, и насколько она актуальна для нас? Вот вы самый актуальный вопрос задали. Вот любое правительство должно иметь экономическую программу внятную. Я вот слышал о том, что есть такая НЭП-программа, но в широком общественном доступе, в других вещах, чтобы это люди все знали, как, допустим, раньше, да, делается вот, там, любое правительство мира должна экономическую программу внятно всем объяснить. Я посмотрел только часть, но сказать о том, что это такая прям экономическая программа, видите в чем? Должен быть закон о стратегическом планировании принят. Что это такое? То есть любое правительство, какое работает, есть должны быть индикаторы четкие. Когда отчет правительства дает по любой экономической программе, по реформе, там невозможно будет четко объяснить, почему. Потому что цифр тех, которых заявлены не были. Сейчас все-таки цифра заявлена. 200, бюджета, да, 260, там еще и другие цифры. То есть здесь уже как бы появляются индикаторы. Но вот эта проблема, знаете, в чем? Почему новая экономическая политика? Все-таки название серьезное. Все страны мира, уже давно известная модель, вот Грузия возьмем, другие страны, они когда проводят реформы, им нужно 4 месяца примерно, 4-5 месяцев, потому что в это время есть эйфория, есть доверие, и можно пойти вперед, резко пойти, потому что, честно сказать, надо любые реформы, они кого-то коснутся, всегда цена у реформ есть, кто-то пострадает, кто-то будет недоволен, но когда у тебя есть такой большой авторитет, доверие, ты можешь его использовать, чтобы развиваться. Вот, к сожалению, мне кажется, чтобы нам сделать такую экономическую реформу, ее минус большой в том, что нужно иметь совет по реформам, секретариат, любую вещь, и собрать туда надо всех, и экономистов, и академической науки, и гражданского общества, и политических. То есть широкое должно быть обсуждение.
этой программы, а потом должно быть как бы презентация понятная. Почему? Потому что когда это делается только в кабинете чиновников, потом оно обсуждается, и знаете, есть внешние эксперты, так называемые, которые находят в экономике, там, в юриспруденции минусы, и эти минусы уже становятся явно понятными всем гражданам. И получается, что программа уже проседает. А в других странах, ну вот помните Грузию, Саакашвили просто был политическим лидером, харизматичным, который это делал, толкал. Он сказал, я заплачу своей жизнью, ну, в принципе, его изгнали из-за этого. Но всю схему реформ написал Каха Пиндукидзе. Он его вызвал, сказал, он говорит, давай я тебе нарисую экономическую, налоговую, юридическую, все он нарисовал, а потом она пошла. А Саакашвили, он просто как бы реализовывался. Может быть, в Кыргызстане так будет, но мне кажется, нам нужна очень широкая обсуждение любой экономической программы. Это очень серьезный вопрос, потому что сколько будет налоги, какие возможности. И уникальность в чем, знаете, сейчас нет ни одной политической силы в Кыргызстане, которая может противостоять любым решениям. Мы должны действовать в экономику как революционеры. Если налоговое законодательство не устраивает, давайте поменяем так, чтобы был там единый налог. Я так гипотетически говорю, там 10%, пусть все платят там. Таможня. Если не нравится, давайте так сделаем, чтобы там, может быть, электронная система была. То есть любую отрасль мы должны взять и привести вот к такому состоянию, которое развиваться. Если это не будет сделано, я думаю, вот эти такие экономические программы, которые не публикуются в публичном пространстве, потом озвучиваются какими-то кусками, она не может быть, иметь поддержку и политических сил, и граждан страны. Вот по поводу, можно добавлю, по поводу кредита доверия, карт-бланша. Действительно, прошел год уже, как поменялась власть. Вот в октябре прошлого года власть сменилась. Поддержка достаточно широкая была у новой власти. Она сейчас пока еще остается тоже широкой, но уже не такой большой, как было раньше, потому что год прошел, на мой взгляд, вот таких знаковых вещей в социально-экономической политике пока не произошло. Время было потрачено на конституционную реформу, время было потрачено на проведение там, нескольких выборов, время было потрачено на изменение законодательства, что, на мой взгляд, нужно было делать параллельно, а не выставлять как один из основных, да, вот таких знаковых, что ли, постулатов реформы. В социально-экономической сфере больших изменений не произошло. Но мы знаем, что да, вот с Кумтором произошло то, что произошло, то есть Кумтор забрали у канадцев. И второе, я бы отметил, это вот все-таки в социально-политической сфере, это вот процесс кустуризации, который был запущен. В экономике новых больших заводов пока нет, новых больших проектов пока не запущено, новые какие-то крупные инфраструктурные проекты пока, к сожалению, не запущены, хотя об этом постоянно говорится. Вот сегодня в парламенте Акылбек Джапаров опять говорил о том, что Камбарта-1 проект будет актуализирован, что на сегодняшний день есть несколько, 2-3 серьезных инвесторов, которые будут участвовать в этих проектах. Но об этом говорили все предыдущие премьер-министры и президенты, потому что удастся ли вот этому составу правительства реализовать эти проекты, удастся ли этому правительству начать наконец договориться с Китаем и начать наконец строительство железной дороги, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, вот это знаковые вещи. Пока все остается на уровне прожектов, разговоров, планов, что в принципе правильно, нужно иметь эти планы, нужно четко знать, куда двигаться, но в практическую фазу это ничего не переходит. Если еще в ближайшие, скажем, несколько месяцев, полгода, год, практическая реализация вот этих крупных, важных вещей именно в экономической сфере, а экономическая сфера напрямую влияет на социальную сферу, не будет происходить, тогда, естественно, будет вот этот кредит доверия катастрофически быстро падать. Ну, это нужно прекрасно понимать. Что касается новой экономической политики, то я все-таки возвращаюсь вот к тому, с чего начал. Я думаю, что это было бы правильно, если бы эту политику презентовал все-таки президент, а не Акылбек Джапаров. Потому что новая экономическая политика страны и государства – это крайне важная, на сегодняшний день самая важная вещь, с которой президент должен выходить. Председатель кабинета министров или министр пусть ездит, там, не знаю, перерезает ленточки, открывает памятники и так далее. Президент должен заниматься крупными знаковыми вещами. И это то, чем должен был Садыр Джапаров вот, выйти и сказать людям, что вот мы, наше правительство, я как президент, избранный народом, вот считаю, что вот так нужно делать. То есть в этом заключается, так сказать, лидерство человека, которого народ, сколько там, 83%? 80, больше 80% на выборах он получил. То есть это громадный
пакет кредит доверия, который народ дал президенту. Я думаю, что президент понимает прекрасно свою ответственность за это. Он прекрасно понимает, что время для осуществления вот этих реформ, и прежде всего реформ в экономической сфере, очень быстро тает, что нужно что-то представлять, показывать людям. И в этом отношении все-таки надежда есть, что эти реформы. Что касается вот нового состава правительства, то я бы сказал, что там много грамотных людей, включая Акылбека Джапарова, потому что разные оценки есть этого политика, этого управленца, да, но никто не будет отрицать, что человек действительно энергичный, человек, обладающий большим опытом. Идеи, да? Да, то есть он просто фонтанирует идеями, там такая идея, сякая идея, что-то проходит, что-то не проходит, но мы не можем сказать, что этот человек сидит у себя в кабинете, там ленится, спит на ходу, то есть ничего не делает. Это не про него. Он что-то пытается все время делать, и в этом отношении, может быть, на сегодняшний день он действительно может принести пользу. Но, так сказать, мало фонтанировать идеями, нужно еще к реальности привязывать все это, да, поэтому мы посмотрим. На сегодняшний день действительно ситуация достаточно тяжелая. Потом новая экономическая политика. Все уже, да, сейчас я просто уточнюсь. В новой экономической политике и вообще в словах Акылбека Джапарова лично я увидел только одни резервы. Это налоговые и таможенные. Что такое налоговый резерв? Это обратно на плечи простых граждан, простых коммерсантов или мелкого, среднего бизнеса ляжет. Вот в связи с тем, что вы, Эдиль, сказали, что должна быть ответственность и кредит доверия. По моему мнению, в первую очередь должны быть какие-то учтены политические риски. Ведь любые непопулярные шаги правительства, прежде всего, порождают взрыв в обществе. Потому что общество доведено до нищеты, общество такое раздраженное, и сейчас им в одностороннем порядке говорить, что вот мы только за счет налогов будем бюджет наполнять, мне кажется, в корне неправильно. Я, например, в новой экономической политике, я этот вопрос задал, не увидел там вопросы импортозамещения, да, вопросы развития собственного производства. И вообще, на ваш взгляд, правительство должно сделать шаг навстречу к бизнесу, навстречу к населению, прежде чем что-то требовать от них? Может, условия какие-то создать, для экспорта создать, да? Какие-то благоприятные условия для инвестиций создать или что-то, да? Либо вот этих резервов будет достаточно для развития экономики. Нет, понятно, что это как бы пока заявлено, пока программы нету. Я говорю, может быть, в разных странах называется совет реформ, секретаря, что-то нужно обсуждать, потому что я согласен здесь с Тамерланом. Есть одна такая вещь. Когда президент презентует, он должен презентовать программу, уже полностью очищенной экспертами, всеми специалистами во всех министерствах, гражданских, кто разбирает, чтобы она была не вызывала сомнений, или, по крайней мере, большинство были согласны с ее реализацией. После этого, Франклин Делано Рузвельт, да, новый курс, возьмите Саакашвили. Любая программа, она уже выходит на стол президенту, а это все-таки уже главное политическое лицо или лицо, принимающее окончательное решение. Когда он увидит, что она не будет, когда уверенно могут выступать. То, что произошло вот с новой экономической политикой, вот это как получилось как-то локально, местечково, да, и, конечно же, у нас в Кыргызстане, вы правильно говорите, 60-70% это импорт, да, мы завозим все. У нас отрицательный торговый баланс, это очень большая проблема для нас. Тем более граница с Китаем закрыта, да, мы видим, там есть и наша вина в том плане, что сейчас грузы идут через Казахстан, другие. Мы знаем сегодня, что Узбекистан просит 6 тысяч в год пропускать их фур. Для чего? На свою территорию, чтобы завозить из Китая товар. Это тоже деньги. Да? Но надо думать так, чтобы это было и к нам выгодно, да? Вот, исходя из кыргызского национального интереса. То, что вы говорите про бизнес, это, конечно, безусловно, важная вещь. Малый, средний бизнес, он в Кыргызстане давно формировался таким образом, что он не просил помощи у государства за 30 лет. Он всегда говорил, лучше не мешайте. То есть в этом отношении наш бизнес, он более живучий, чем соседний Казахстан, потому что там все-таки госкредиты. Дотация, да, там Узбекистан сейчас немножко другую модель. Мы, конечно, должны, безусловно, но видите, здесь какой вопрос есть. В мире все-таки, если так упрощенно говорить, существует только две модели. Да? Ты берешь, отпускаешь малый и средний бизнес, там маленькие налоги, государство сокращается. То есть вот, администрирование, контроль и так далее. Тогда вот, как американская система, там потом мы вводим. Ненужную сертификацию, мы даем возможность развиваться. А вторая проблема, это касается тех стран, которые имеют монополию на нефть, газ, которые могут это компенсировать. Да? Там, вот соседний Казахстан мы видим, они, в принципе, вот эти прибыль, которая была, они же бездарно потратили. В принципе, не было создано техносоюз. Поэтому здесь, я думаю, будет еще впереди, может быть, форум
когда с бизнесменом разговаривать. Но здесь нужно говорить и о социальной ответственности бизнеса. Это очень сложный вопрос, потому что если бизнесмену дать, любому нашему русскому, он будет получать только прибыль. Но это касается любой сферы. Ну, даже туризм возьмите. Если брать туризм, это же все-таки природозатратное мероприятие. Да? Там миллион туристов на Иссык-Куле, их там не нужно, потому что это и портится экология, и нагрузка, ну, на все вещи. А потом, сколько прибыли получают те, кто принимает туристов, тоже большой вопрос. Нужно посчитать, там вот я несколько лет назад американские источники читал, там написано, из $1, который на Иссык-Куль вкладывается, из них там 60-70-80% уходит обратно, потому что ты покупаешь продукцию тех стран, да, там какие-то, ну, эти. Поэтому это тоже надо учитывать, это же тоже не рост получается. Плюс такая большая проблема, мы не должны геоэкономическое свое состояние ухудшать. Ну, простой пример, нельзя строить дорогу напрямую, там, Алмата-Чолпан-Ата. Это может быть кому-то выгодно, там, мешок картошки принести, туристам приехать, но здесь же проблема какая, 500 километров ты едешь, там 250, но ты же, как ты будешь кормить, там Такмак, Кант, Кимин, все равно он остановится, где-то заправиться, покушать, какие-то продукты купить. В Америке, вы же знаете, специально есть города, которые, может быть, надо было вот так железную дорогу, они вот так строят, чтобы сохранять эти города, поэтому большой вопрос. То, что касается вот инвестиционного климата, я думаю, кыргызский бизнес, мы должны все-таки о инвестициях подумать, потому что соседний Узбекистан, он создал привилегированную модель экспортно ориентированный. То есть в каком плане? Но у него есть один минус. Узбекистан большой потенциал. В финансовом, там, людской. Но у него, да, но геополитическая ситуация, он находится в континентальной блокаде. Почему? Чтобы Узбекистану зарабатывать, одной из причин, почему он улучшает отношения с соседями, двусторонку, это проблема в том, что все его экономические интересы находятся в России, в Казахстане и в Китае. Поэтому получается так, что чтобы ему как-то продавать, покупать экспорт, ему нужно строить отношения, хорошие отношения с Кыргызстаном, с Казахстаном. И сейчас он ориентируется на Южную Азию, через Афганистан, туда, на Пакистан, там, Персидский залив. То есть он пытается как бы сшить регион. Потому что он понял, что это без этого невозможно. Поэтому у нас есть экономический, мы в более выгодном экономическом положении. То, что Акылбек Джапаров и сказал. У нас есть Китай, это для нас океан. Да? Хотим мы, не хотим, но мы должны от него получать прибыль. Да, пока мы очень плохо используем. Да. Тоже, если мы сможем, ну 6 миллионов, мы должны, вот в этом отношении мы драйвер. Поэтому Узбекистан, ему нужна железная дорога. Но на каких условиях? Вот как раз вот это должно стать было основой, на мой взгляд, новой экономической политики. Когда презентуют программу и основная ее часть связана с улучшением собираемости налогов, это новая политика администрирования налогообложения, да. Было бы правильно назвать. А новая экономическая политика — это про то, за счет чего ты будешь поднимать экономику. Роста, да. Какие проекты, да, какое законодательство ты делаешь для того, чтобы привлечь действительно инвестиции, как ты обеспечишь это инвестиционный благоприятный фонд для того, чтобы инвесторы приходили. А на этом фоне вот пока, скажем, разбирательство по Кумтору у нас в подвешенном состоянии, неизвестно, чем закончится. У нас есть споры по другим горнорудным проектам. Там достаточно новый проект, да. Проблем. Что касается вот использования своего географического, геополитического положения, вот новая экономическая политика и как раз таки должна была строиться вокруг этого. Да? Плюс использование нашего водно-энергетического баланса. Это, конечно, строительство Камбарата-1, потому что там дальше больше не электричество, а вода. Да. То есть постройка плотины, возможность регулировать весь годовой сток реки Нарын. Вот это и есть ключевые milestones, да, основные вещи, вокруг которых можно было бы строить прорывные проекты дальше в Кыргызстане. И вокруг этого нужно сформулировать, правительство должно сконцентрировать свои усилия. Ну а пока мы видим, что да, улучшается налоговое администрирование, это тоже хорошо. Скажем, вот вы приводили пример Грузию и Армению. Примерно вот то, что происходит у нас, можно с определенной натяжкой сказать, что у нас идем по пути, не Грузии, где они действительно там дали настолько мощный толчок для развития экономики, что там за несколько лет в 5 раз увеличился бюджет. А мы пошли скорее по пути Армении, где Пашинян тоже, кстати, был очень популярный, гораздо даже более популярный, чем Саакашвили. Но вот в экономическом плане мало чем можно было похвастаться, но они сделали достаточно хорошие реформы именно в части сбора налогов, то есть увеличение прозрачности, да, внедрение вот этих всяких электронных процедур, транспарентности, там действительно есть хорошие подвижки. Но экономика вот так сильно не выросла. И если мы будем только упирать на то, чтобы вот собирать налоги, то я с вами здесь совершенно согласен. Только за счет этого
мы свою экономику так не разовьем. Мы должны, конечно, делать упор как и на повышение прозрачности, здесь вытаскивание из тени все это, но основные вещи, касающиеся экономики, мы должны четко себе представить, туда направить свои усилия. И прежде всего президент. Прежде всего президент, включая весь состав его. То, что вы сказали, вот новая экономическая политика должна вещать такие ключевые вещи, экология, допустим. Мы можем списать себе, мы же, в принципе, мы же не засоряем экономику, это же все-таки Китай, другие страны выбросы дают негатив. Мы можем тоже разговаривать, нам нужна жесткая геоэкономическая, геополитическая адаптация, быстрая. Плюс простой пример, да, мы должны оставаться островком демократии. Свобода, права человека. Как бы люди не жили, соседи, я много людей знаю, которые приезжают через Курдай или Конгресс, говорят, просто надо дышаться свободой. Это важнее всего. Права человека, все остальное. И очень важная вещь, это касается такой вещи жесткой. Все-таки деньги находятся на Западе. Кыргызам нужна третья сторона. Пусть будет Китай, пусть будет Россия, но мы единственная страна в Центральной Азии, которая не имеет договора, соглашения между правительством Кыргызстаном и США. Наши соседи Узбекистан, Китай, Казахстан, у них уровень стратегического партнерства. Мы были пионерами. Кыргызстан, в принципе, это страна проектов, идей, смыслов Центральной Азии. Потом адаптируется. Сейчас мы немножко от этого плана отстали. Но мы можем всегда это сделать. И когда мы с США, допустим, восстановим отношения, я думаю, за одной задачей этого правительства должно быть это. Потому что все финансы находятся там. Международный валютный фонд, Всемирный банк. Многие-многие вещи, которые есть. Ну вот пандемию, помните, вот год назад, кто нам первые средства дал? Международная валютная организация, которая существует. Вот мы должны использовать и эту тоже вещь, то, что мы делали 20-30 лет, а потом через это мы должны развивать. Ну и, конечно, самое важнейшее, мне кажется, мы должны работать, и там должна быть и сфера образования, должна быть модификация, там должен быть человеческий капитал, как мы будем использовать. И смотрите, Узбекистан за 30 лет тоже далеко от нас не ушел. ВВП на душу населения у нас 1309, у них там 1300, чуть-чуть дальше, 1700, это небольшая разница. В Армении там 4,5-4, сейчас меньше стало, да? В Казахстане там 5-6 тысяч, да? В России 10. Ну, без таких крупных подъемов, которые будут ВВП поднимать, рост, невозможно. Хотя мы можем нарасти и за год, за два. Безусловно, потому что если будут всем правильные понятия, тебе будет выгодно выйти из теневого проекта и других вещей. И одна такая вещь, все-таки должна быть диктатура закона, как говорят всегда, должно быть соблюдаться право, да, вот, частной собственности, те договоренности, которые на себя взяли. Ну, кстати, тоже важный аспект работы правительства, мы все время вот экономика, а вот соблюдение принципов демократического управления, законность, что в принципе создает вот этот благоприятный фон для действий, работы бизнеса. Это тоже очень важно, об этом нельзя было забывать. Да, конечно. Вот у нас осталось буквально 5 минут. Очень коротко, на ваш взгляд, команде президента и председателя Кабмина Акылбека Джапару, что в основном, на что сейчас в основном нужно сделать упор, чтобы достичь тех экономических успехов, о которых мы сейчас говорили? Буквально коротко. Ну, буквально коротко, мы уже проговаривали, это нужно иметь четкое представление, помимо этого. Какие стратегические проекты для Кыргызстана, я бы сказал, мегапроекты сейчас на сегодняшний день нужны, как привлекать под них инвестиции, как работать с инвесторами внутренними и внешними, каким образом это нужно пробивать, потому что это же когда мы говорим о крупных мегапроектах, это касается не только Кыргызстана, это касается и Узбекистана, и Казахстана, и Таджикистана, и России, поэтому нужно иметь комплексное представление, каким образом мы за короткий период времени сможем эти проекты начать осуществлять. Если это будет сделано, то это действительно будет прорывом. Если этого не будет сделано, тогда мы будем так вот опять вялотекущее, так сказать, волочить существование, там, в год увеличивать там, по 3-4%, и это будет продолжаться еще в ближайшие 5-10 лет. Игорь, на ваш взгляд, какие шаги нужно сделать? И самое важное, почему именно сейчас это возможно сделать, за предыдущие 30 лет это было невозможно? Ну, самое главное, я думаю, это правительство, выступая, все-таки оно состоит в основном финансистов-экономистов, они будут фокусироваться на бюджетной политике, на финансах, на вот эти блок, потому что если финансово-экономический блок мы не приведем в соответствие, везде все сферы они не смогут сделать, это невозможно. Но если они приведут финансово-экономический блок, налоги, таможенные сборы в порядок, тогда очень многие вещи будут меняться автоматически, потому что приходят. Ну и мне кажется, самое главное, они должны использовать все-таки и заниматься и банковской системой. Она все-таки за последние годы заморожена. Мы видим, что и они не развиваются, и другие. Плюс есть много финансовых технологий новых, которые мы должны использовать. Но самое главное, то, что было невозможно тогда, потому что тогда не было той вертикали власти, которая сейчас существует. Вот сейчас она сформировалась,
И мы видим, что ее завершение она завершится, ну, может быть, уже к Новому году, и уже мы видим, что полностью, то есть президент, правительство, акимы, мэры, то есть, в принципе, сегодня президент единственное лицо, которое принимает решение, он может персонально любой вопрос решить. Нету ни одной политической силы. Парламент, который, может быть, уже будет избран, у него будет полномочий даже будет меньше, да, чем вот этих, и, соответственно, они не будут никак влиять. Поэтому, я думаю, ни внешних, ни внутренних противников нет. Здесь нужно просто то доверие народа, которое есть, использовать с хорошего программы. Идеальная ситуация для того, чтобы проводить реформу. В этом плане. А других вариантов, потому что окно возможно закрывается. Идеальная ситуация, считают наши эксперты для кабинета министров, возможности для кабинета министров Акубека Джапарова и Садыра Джапарова. Одни Джапаровы у нас теперь в руководстве. Но, как известно, любому правительству нужно давать карт-бланш. Как известно, обычно дается 100 дней. Давайте вот дадим тоже этому правительству 100 дней. И через 100 дней, возможно, соберемся, даже проведем какой-то круглый стол и подытожим. Там уже будет видно, насколько исполнимы обещания, особенно в части бюджета. Вот этих, как вы сказали, индикаторно осязаемых, да, вещей можно будет пощупать. Цифры должны быть. Да, поэтому, как говорится, надежда умирает последней. Будем верить, что это правительство наконец-таки сможет вывести нас из того политического и экономического болота, в котором мы, к сожалению, за последние 30 лет застряли. А мы наш эфир заканчиваем. С вами был Семитай Аманбеков. Смотрите нас на YouTube-канале Центра политико-правовых исследований. Читайте нас в соцсетях и будьте всегда с нами. Спасибо.